Есть ощущение, что подобные встречи, подобные практикумы, они полезны как преподавателям, так и слушателям. Потому что очень интересно почувствовать аудиторию. Потому что мы, конечно, очень близки. Мы говорим на одном языке в прямом и в переносном смысле. У нас есть общие герои. Мы понимаем, что есть люди, которые нам всем известны, и темы, которые всех нас волнуют, одинаково. Но понятно, что мир очень сильно меняется. И сейчас самая большая проблема для медиа в том, что очень сильно сегментируется аудитория. Что есть люди, условно говоря, которым интересно вот именно это, и они копают только в этом направлении. Они подписаны, допустим, условно, шитье. Вот они подписаны на телеграм-каналы, связанные с этим шитьем, на дзен-канал, который связан с этим шитьем, там, допустим, YouTube они смотрят, там, какие-то там видео с этим связаны и так далее. Это отдельная аудитория, да, которая там надо работать и так далее. И вот если раньше мы примерно все знали что-то общее, и плюс были какие-то увлечения, то сейчас эти увлечения, их стало больше, они перевешивают наши общие знания. И вот очень интересно было посмотреть. Допустим, мы кого из нынешних российских звезд аудитория знает, кого нет. Спойлер, знают всех, но разные категории людей. Может быть, возрастные, может быть, профессиональные. То есть кто-то знает вот это, молодежная аудитория, кто-то знает там людей, которые там сейчас в телевизоре популярны, есть люди, там, Андрей Малахов, который знает все, допустим, да, естественно, такое тоже есть. И посмотреть вот это, почувствовать, как это работает, это очень интересно. Мы же ездим по разным городам и России, и в разных странах бывшего Советского Союза мы бываем, и везде интересно вот эти тесты проводить, потому что почувствовать вот этот вот слом, где мы одинаковые, а где мы чуть-чуть начинаем отличаться. И почему мы отличаемся? Потому что это возраст разный, интересы разные, или у нас просто уже вот так нас развело, что какие-то у нас совершенно разные интересы. Опять же, я хочу сказать, что очень много общего. У нас очень много общего, и самое главное, мы понимаем, что у нас какие-то одинаковые культурные ценности. Когда мы говорили, у нас все-таки достаточно откровенный был разговор, когда мы поднимали достаточно острые темы, связанные с этическими какими-то моментами в журналистике. Всегда этический вопрос важен. И вот интересно было почувствовать, насколько люди действительно, вот мы на одной волне, вот такой важный камертон, это было очень-очень здорово прочувствовать, посмотреть, узнать.